Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Россия начала свою самую масштабную операцию против повстанцев в Сирии. Удары по Алеппо и Идлибу наносят крылатыми ракетами флот, с воздуха бомбами все силы авиации. К берегам подошли большие десантные корабли. Сегодня в 10:30 и в 11 мы начали большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры. Кыргызстан без предупреждения ввел обязательную регистрацию иностранцев. Сотни находившихся в неведении гостей страны были оштрафованы на крупные суммы. Однако из-за массового возмущения власти уже решили поборы отменить. Мы не знаем, потому что мы здесь всего месяц. Нам никто ничего не говорил. В Москве за взятку в $2 миллиона задержан ключевой экономический министр правительства Алексей Улюкаев. Путин был в курсе с самого начала. Коллег Улюкаева смущает ничтожный для России размер взятки. Это надо было тогда, чтобы Алексея Валентиновича Улюкаева не Следственный комитет задерживал, а представители Кащенко. В Казахстане выпустили новую купюру в 10 тысяч тенге с портретом президента Назарбаева. За 23 года национальная валюта Казахстана подешевела почти в 100 раз. Я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. Россия начала свою самую масштабную операцию в Сирии. Корабли российского флота из Средиземного моря производят залпы крылатыми ракетами по позициям боевиков Джабхат ан-Нусры в провинциях Идлиб, Алеппо и Хомс. Их поддерживает практически вся российская авиационная группировка в Сирии. К сирийским берегам подошли большие десантные корабли. Вы видите, как новейший российский ракетный корабль «Адмирал Григорович» выпускает залп крылатых ракет. Каждая из них несет по несколько сот килограммов мощной взрывчатки. Российские самолеты-разведчики ведут мониторинг в режиме онлайн попадания ракет в цели на подступах к сирийскому городу Алеппо. Также российские военные применяют мощные крылатые ракеты «Бастион» наземного базирования. Всего по базам Джабхат ан-Нусры уже выпущено почти 100 подобных ракет. Впервые участие в бомбежках сирийских городов принимает морская палубная авиация российского крейсера «Адмирал Кузнецов». Самолеты Кузнецова также уже нанесли несколько десятков бомбовых ударов по контролируемым сирийской оппозицией территориям. С подходом Кузнецова к сирийским берегам российская ударная авиационная группировка увеличилась почти вдвое. Это практически 100 боевых самолетов. На совещании у Владимира Путина министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале стратегической операции по уничтожению радикальных боевиков в Восточном Алеппо и других провинциях. В этой операции принимает участие адмирал Григорович. Он сегодня совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по заранее определенным разведанным целям. Кроме этого, береговые ракетные комплексы «Бастион» совершили также пуски по целям в глубине Сирии. И впервые в истории российского военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие, задействован авианесущий крейсер. Свои действия российские военные обосновывают также и тем, что им удалось обнаружить после отступления боевиков Джабхат ан-Нусры целые химические заводы, на которых производились отравляющие боевые вещества и ими начинялись разнообразные боеприпасы. Вы видите кадры, которые распространяет российское агентство «Раптли». Утверждается, что на них российские военные химики обнаружили фабрику по производству хлора и иприта. Отправили туда большую группу наших войск радиационной, химической и бактериологической защиты для определения отравляющих веществ, которые используют террористы. За последнюю неделю они это использовали дважды. В одном случае госпитализировано 27 человек, 3 погибших. В другом случае у нас госпитализировано 30 человек. Результаты на сегодняшний день абсолютно ясны и понятны, но самое главное, понятно, что это хорошо налаженное промышленное производство. Именно по этим целям и наносятся сегодня удары.
Социальные сети сирийских повстанцев сообщают, что удары по Алеппо и другим городам не прекращаются даже ночью. Как утверждают правозащитные организации, российская авиация опять применяет фосфорные зажигательные бомбы. А это, собственно, один из районов восточного Алеппо после последнего ракетно-бомбового удара. Как вы видите, от домов в этом квартале практически ничего не осталось. Почти не видно и людей. Напомним, что нынешние бомбардировки восточного Алеппо начались после почти трехнедельной паузы, во время которой объединенные силы повстанцев пытались прорвать кольцо окружения, но у них ничего не вышло. И вот самое последнее видео из Сирии. Его авторы утверждают, что российская авиация опять разбомбила госпиталь в одном из западных пригородов Алеппо. Российские военные, в свою очередь, утверждают, что, как правило, госпитали, попадающие под удары, прикрывают бункеры и другие объекты боевиков, либо никак не обозначены на картах. В них отсутствуют специальные радиомаяки, которые могли бы предупредить пилотов. В Кыргызстане неожиданно ввели регистрацию для иностранных граждан, которую они должны пройти в течение 5 дней после прибытия в республику. Где и как ее проходить, власти не сообщили. Зато сразу же объявили, что нарушителям новых правил регистрации грозит штраф в 10 тысяч сомов. Это чуть больше $150. С трудностями столкнулись не только англоговорящие, но и русскоговорящие граждане. Подробности в репортаже Джибек Бегалиевой. Студент Абдусалам и его друг приехали в Кыргызстан из Африки. Будущие программисты выбрали экзотическую для них страну по многим причинам. Одна из них – либеральные миграционные законы. Поэтому новость о том, что правила проживания для иностранцев в республике поменялись, африканцев очень удивила. Мы не знаем, потому что мы здесь всего месяц. Нам никто ничего не говорил. Теперь все иностранные гости, въехавшие в страну на срок более 5 дней, должны пройти обязательную регистрацию. Тому, кто этого не сделает, штраф. И узнали об этом иностранцы в Кыргызстане внезапно, в день, когда закон вступил в силу. Я 5 утром пролетела, меня никто не проинформировал. Я приехала в гости на свадьбу. То есть я только вчера по новостям случайно об этом узнала. В Центре обслуживания населения гражданки Австрии Асель сообщили еще одну новость. За нарушение правил регистрации ей придется заплатить крупный штраф. Сейчас меня просят пройти в Октябрьский РОВД для уплаты штрафа. Я приехала с дочерью, то есть мне нужно заплатить 20 тысяч сомов. За что? Мне просто сказали, что при вылете у меня могут быть проблемы. Я это все понимаю, я как владею языком, все, да, но я представляю, как тяжело тем иностранцам, которые языком не владеют. Здесь у вас ни одного переводчика нету. Единственная сотрудница центра, владеющая английским языком, теперь занимается исключительно регистрацией иностранцев. Но ни это, ни знание языка многим иностранным гражданам здесь не помогает. У меня нет точной информации, какой список документов необходимо принести. Мы только что принесли, чего-то не хватает. Придется ехать опять домой, опять приезжать, это все по времени. Куда ехать, какие брать документы и сколько платить за регистрацию. Найти информацию на английском языке оказалось вообще невозможно. Я здесь всего на несколько дней, и по этой причине я сейчас теряю целый день. Это неправильно. Я уважаю правила других стран. Их изменения в целях безопасности не проблема. Но это проблема для туристов, которые приезжают всего на несколько дней. То, что закон приняли именно сейчас, некоторых экспертов не удивляет. После проведения масштабных игр кочевников денег в казне катастрофически не хватает. Учителя, врачи и все бюджетники получают зарплаты с большими задержками. Мы думаем, что задачу поставили правительству такую, что ни во что бы то ни стало любыми способами пополнять бюджет. Возможно, что это наложилось на это требование. Потому что их сейчас требовали, очень сильно они заинтересованы в том, чтобы любыми способами, изымать деньги у населения и пополнять бюджет. Бюджет дефицит. Однако пополнить бюджет правительству таким образом, видимо, уже не удастся. После недели огромных очередей в центрах обслуживания населения власти объявили, что обязательная регистрация иностранных граждан будет отменена. Джибек Бегалиева, Азат Нтымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Жители Алма-Аты стараются покупать почти все продукты питания впрок на сельскохозяйственных ярмарках. За последние месяцы из-за кризиса цены на продовольствие в магазинах сильно выросли. И разница в цене между тем, что привозят в южную столицу фермеры, и тем, что продается в супермаркетах, достигает 2 раз. Почему, выяснял наш корреспондент Дмитрий Беляков. Картошка джамбульская берем. Настолько крупные сельскохозяйственные ярмарки на центральных площадях Алма-Аты проходят всего несколько раз в год и пользуются большой популярностью у алматинцев.
Никакой аренды, никаких перекупщиков и лишних контролеров. И в результате продукты можно купить на 20-30% дешевле, чем на прилавках алматинских базаров и магазинов. Цены на ярмарке строго фиксированы, о чем гласят большие баннеры, расставленные по территории. Мясо все купил. А цены как? Хорошо, очень отлично. Почем мясо? 1200. Чего взяли, баранину? Конина. Маленько подешевле. А насколько, если сразу? Ну так где-то, может быть, на 10, 15, 20%, смотря что, смотря какие продукты. Ну для вас ощутимо получается? Ну да, да. Ну мясо дешевле, чем на базаре, чем на оптовке. Там 1500, а здесь 1200, 1100. Сансызбай Камиев на ярмарке в Алма-Ате не в первый раз. Он привозит в город продукцию рыбзавода из родного поселка Мынарау, что рядом с озером Балхаш. Возле его прилавка всегда толпа покупателей благодаря низким ценам. Если в городе рыба, допустим, стоит 800 тенге сазан, у нас стоит 400, на половину дешевле. Почему так получается? Потому что помощь народу, понимаете? Это ярмарка. Вы себестоимость получается? Мы с рыбзавода берем, по закупочной цене мы здесь и отдаем. Пасека семьи Пономаренко регулярно выставляет свою продукцию на небольших ярмарках в разных районах города. Естественно, не пропустили и эту на центральной площади. Ярмарочные прилавки – единственные торговые точки производителей, зато без какой-либо аренды и с большой проходимостью. Ну вот именно как производители мы можем ту же самую эту цену поставить, минимальную цену. То есть без перекупщиков людей это устраивает. В центре города идеальное место просто. Еще один важный аспект, который отмечают горожане, это качество продукции. Ярмарки проходят в течение одного дня, и товар не залеживается. Пользуясь соблазнительными ценами, горожане закупаются мешками и коробками впрок. Мы всегда ходим на ярмарку. Что вы там, какое преимущество, для чего? Преимущество в том, что в любом случае можно здесь более свежие товары взять. Классно. Мы рыбку Набрали, взяли, все очень вкусно. И творог вкусный. Здесь можно подешевле купить. Качество очень хорошее. Я не в эту, еще одну. Пораньше я купила мясо конина. Было исключительно хорошее. После резкого падения курса национальной валюты и повышения цен на товары первой необходимости, ярмарки стали пользоваться у алматинцев большим спросом. Многие семьи специально подгадывают большие закупки к ярмаркам и отслеживают объявления о них в официальных СМИ. А для тех, кто хочет сэкономить еще больше, есть маленькая хитрость. Некоторые горожане предпочитают ходить на ярмарку ближе к вечеру, специально для того, чтобы получить дополнительную скидку на товар. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Далее в программе. В Москве за взятку в $2 миллиона задержан ключевой экономический министр правительства Алексей Улюкаев. Путин был в курсе с самого начала. Коллег Улюкаева смущает ничтожный для России размер взятки. Это надо было тогда, чтобы Алексея Валентиновича Улюкаева не Следственный комитет задерживал, а представители Кащенко. В Казахстане выпустили новую купюру в 10 тысяч тенге с портретом президента Назарбаева. За 23 года национальная валюта Казахстана подешевела почти в 100 раз. Я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. В России арестован один из ключевых министров правительства Дмитрия Медведева, глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев. По информации Следственного комитета, его взяли при получении взятки в $2 миллиона. Улюкаев якобы требовал деньги у компании «Роснефть» за свою поддержку покупки ею госпакета акций Башнефти. То есть, по версии следователей, Улюкаев, которого считают одним из самых опытных политиков с 25-летним стажем, вдруг потребовал в виде взятки деньги у одного из самых могущественных людей России, друга президента Игоря Сечина. За Улюкаевым приехали ночью. Днем Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем ходатайствовал Следственный комитет. Арест Улюкаева, чиновника такого высокого ранга при получении взятки, первый случай в истории современной России. Кремль сообщил, что президент Путин был в курсе слежки за своим министром. Что произошло с Улюкаевым? Кто и какие роли здесь играет? Разобраться в этой запутанной истории попыталась Екатерина Бучнева. Изначально Минэкономразвития было против сделки с Роснефтью. Возглавляемая Игорем Сечиным, она сама почти на 70% принадлежит государству. Споры о возможности ее участия в приватизации Башнефти велись с начала года.
Улюкаев был ключевым центром сопротивления вот той схеме приватизации крупных государственных активов, которую отстаивал Игорь Сечин. То есть в правительстве шла борьба по поводу двух разных подходов к приватизации. Продавать все-таки на открытом рынке частным каким-то игрокам, либо просто все отдать в структуры Сечина, в Роснефть, в Роснефтегаз там, и так далее. Да? И Улюкаев достаточно серьезное сопротивление в этом оказывал. Конечно же, Сечин был заинтересован в том, чтобы такой центр сопротивления своей схеме из правительства устранить. Кроме этого, послать очень серьезный сигнал всем остальным чиновникам, чтобы они не лезли и не мешали ему вот реализовывать его схему. В августе правительство решило отложить приватизацию башкирской компании на следующий год. Но уже в октябре Роснефть без конкурса приобрела госпакет акций Башнефти за 329 миллиардов рублей. Впрочем, к самой сделке у Следственного комитета претензий нет. Сделка абсолютно корректна с точки зрения правовой, прошла все правовые процедуры. Законные, одобрено правительством, деньги в должном объеме и в срок поступили в бюджет. Сделка закрыта, сделка блестящая. ФСБ заявила, что вело прослушку Улюкаева с лета этого года, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин с самого начала знал о разработке министра экономразвития. Публично президент говорил, что был немного удивлен позицией министерства, отложившего приватизацию Башнефти в августе, и поддерживал сделку с Роснефтью. Я сам был немного удивлен такой позиции правительства, но это действительно позиция правительства Российской Федерации, прежде всего его финансово-экономического блока. Улюкаев считался системным либералом. В 90-м был правой рукой Егора Гайдара и входил в правительство реформаторов, а в 2000-м пришел в Министерство финансов, где 4 года был заместителем Кудрина. Затем почти 10 лет работал в Центробанке. В 2013-м возглавил Министерство экономического развития, где поддерживал ослабление роли госкапитала в экономике. Для коллег Улюкаева его задержание стало настоящим шоком. Одним из первых в его поддержку высказался глава Роснана и бывший зампред российского правительства Анатолий Чубайс. Для нас, знающих Алексея Улюкаева больше 30 лет, случившийся абсолютный шок. Но если все же попробовать убрать эмоции, то стоит вспомнить одно золотое правило – послушай обе стороны. Одна говорит, Улюкаев угрожал Роснефти и вымогал взятку. Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире. Но другой-то пока мы вообще не услышали. Странными обвинения в адрес Улюкаева показались и главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Надо быть безумцем, чтобы спустя месяц после того, как одобрение сделки и формальное, и юридическое состоялись, угрожать Роснефти. Это надо было тогда, чтобы Алексея Валентиновича Улюкаева не Следственный комитет задерживал, а представители Кащенко. Поэтому, мне кажется, с содержательной точки зрения это обвинение, мягко говоря, еще не сильно доказанным и рациональным. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Улюкаев пришел дорогу Сечину не только в сделке с Башнефтью. Министр называл приоритетным проектом приватизацию самой Роснефти. До конца года правительство рассчитывало продать 19,5% акций компании, что должно было привлечь в бюджет около 700 миллиардов рублей. Как минимум, сделка по приватизации, в кавычках опять, приватизации Роснефти самой Роснефтью, она откладывается или вообще отменяется. Ну, вот арест или задержание Улюкаева стало очень удобным предлогом для того, чтобы это начинание свернуть. Сам Улюкаев, по словам адвокатов, свою вину не признает и называет дело в отношении себя провокацией. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». На Украине депутаты Верховной Рады вернулись к своему излюбленному занятию – публичным дракам. Лидер радикальной партии Олег Ляшко неожиданно обвинил главу оппозиционного блока Юрия Бойко и его соратника Сергея Левочкина в сотрудничестве с российскими властями. Хотелось бы узнать у СБУ, почему эти двое катаются в Москву и до сих пор не сидят в тюрьме. В ответ Юрий Бойко вскочил с места и, как вы видите, завязалась отчаянная потасовка. Разнимать дерущихся депутатов бросились их коллеги, которые сами стали невольными участниками этой драки. Американский гражданин популяризирует на Украине национальное украинское же музыкальное движение «Кобзарство». В глухой деревне он изготавливает старинные инструменты и обучает мастерству всех желающих. О том, как на Украине сбылась американская мечта, в репортаже Ирины Кононенко. Юрий, американец по паспорту, около 20 лет назад, взяв фамилию деда, переехал на родину предков – в Украину.
В Украине можно купить землю за копейки в селе. Здесь есть возможность заниматься собственным делом, мастерить, к примеру, тарбан. Для этого не нужна страховка и прочие хлопоты, как в Америке. Я фанат украинских традиций. Так в прошлом заядлый американский рокер Юрий Фединский стал настоящим просветителем украинской культуры – кобзаре. А вместо гитары в руки взял традиционные инструменты – бандуру и тарбан. У нас нет заводов, которые бы изготавливали тарбан или другой инструмент, потому что советские большие бандуры не бандуры. Так я 5 лет назад сам начал делать бандуру, кобзу, лиру. Делаю все по старинной технологии. Работает и живет со своей семьей Юрий в небольшом селе Кричивка на Полтавщине. Кобзарь уже давно стал тут местной достопримечательностью. В то время как селяне стараются построить добротную хату, Юрий оборудовал мастерскую в хлеву для животных. Приезжали ко мне учиться со всей Украины. Со Львова, Харькова, Сум, с Ялты были, даже с Франции, Голландии приезжали, японцы были. Приезжают, потому что тут есть все условия. Есть человек, который знает, как правильно делать инструменты. И это все бесплатно. Только едой себя обеспечиваю. Сбылась моя мечта. В Америке это невозможно. Единственный музей национальных украинских инструментов тоже находится здесь, у Юрия Фединского. Хотя, признается, порой объяснять местным ценность всего этого бывает нелегко. Называют украинские села советским вакуумом. Соседи только смеются, ведь я живу по-другому, у меня другие законы и другие принципы. А здесь большинство селян не любят других принципиальных людей. Все так по-советски. Надо это менять. Юрий Фединский остается гражданином США, которому по-прежнему присущ неистребимый оптимизм. Главная проблема в Украине в том, что здесь нет лидера, нет людей, которые бы сохраняли традиции. Так я хочу увидеть кого-то из диаспоры здесь, кто готов это делать. Там, слава богу, пока еще есть свобода слова. Трамп еще не президент или еще кто-нибудь. Хотя украинского в нем с каждым годом все больше и больше. Зимой планирует уехать на гастроли в Америку. Выступать будет среди украинской диаспоры. Там еще таких инструментов не видели, и настоящих украинских дум не слышали. Там не видели тарбан, им должно быть интересно. Ирина Кононенко, Андрей Лысак. Настоящее время. Полтавская область. В Астане презентована новая 10-тысячная купюра тенге с изображением лидера республики Назарбаева. Она пока является сувенирной, а в оборот купюра таким достоинством пойдет с 1 декабря. В Казахстане этот день является праздничным и отмечается как День президента. Выпуск юбилейной банкноты приурочен к 25-летию независимости страны. Весьма символично, что в канун 25-летия независимости Национальный банк представляет новую 10-тысячную банкноту тенге с изображением главы государства. Как заявил председатель Нацбанка, выбор дизайна является исключительной компетенцией главы государства. Именно Назарбаев определил, как выглядели первые банкноты, которые ввели ровно 23 года назад. Тогда на них были изображены великие представители казахской нации. Со временем поменялся не только дизайн тенге, но и изменилась его ценность. По отношению к доллару тенге ослабел почти в 100 раз. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.